дней. Пешеходов надо любить, говорили Ильф и Петров. Мы же вспоминаем о них в последнюю очередь. Ну, действительно, ведь каждый знает, что если бросить машину абы как на проезжей части, можно нарваться на огромный штраф или вообще временно лишиться 4 колес. Если то же самое проделать на тротуаре, санкций не будет, скорее всего, вообще никаких. То есть, если вы мешаете машинам, вы нарушитель. Если мешаете пешеходам, никому это не интересно. Пешеходы – люди второго сорта. Пусть они бегут себе неуклюже по замерзшим лужам и по машинам. Я повторюсь, это очень скользкая тема, потому что это вопрос приоритетов. И эти приоритеты уже довольно ощутимо склоняются у нас все-таки в сторону именно пешеходов. В ближайшие годы, скорее всего, произойдут существенные перемены, и это будут очень бурные дискуссии, надо полагать, потому что кое-какие планы мэрии уже известны. Вот, на этой неделе вышло постановление мэра Казани о назначении публичных слушаний по проекту планировки территории «Центр». Это достаточно объемный документ, в котором описан план развития города. Тут и вывод промышленных предприятий, и строительство новых культурных объектов, туристических объектов, много чего. Есть тут и планы по созданию, кстати, сети велодорожек, 32 километра собираются проложить. Есть тут и пешеходные эспланады. Мы пока не очень отчетливо себе представляем, что это такое, информации нет почти. Судя по всему, это такие пешеходные мостики, дорожки, которые свяжут, ну, например, центральный стадион и набережную Казанки где-то вот здесь, а также есть еще вторая эспланада от Волги до Кремля, примерно по нашим представлениям пройдет она как-то вот так. Но, наверное, самым обсуждаемым станет теперь вот этот пункт плана. Читаем. Освобождение от транспорта улицы Лево-Булачная и формирование пешеходной зоны. Ну, вот она, Лево-Булачная. Это улица, по которой движение идет в сторону озера Кабан. Вот здесь у нас, возможно, появится скоро своя, вполне европейская пешеходная зона, каковых мы уже вдосталь насмотрелись за границей. То есть это и речной канал с какими-то, видимо, пришвартованными суденышками, и, надо полагать, какая-то сеть уличных кафе. Примерно как-то вот так все это может выглядеть. Это очень интересный проект, но, сами понимаете, какую бурю он способен вызвать. Это все-таки транспортная артерия. Впрочем, нам вполне понятна эта логика. Что может дать Казани этот проект? Об этом Сергей Темляков. Я люблю этот город, здесь я счастлив и молод, я в Казани, и все хорошо. Как рассказывают летописи, когда-то Бог лучшие города мира наградил вот такими прекрасными протоками. Для Лондона это была Темза, там, для Парижа это Сена. Для нас, для казанцев, Булак, от татарского слова «буляк», подарок. Находились горячие головы, которые предлагали от нашествия, как саранча автомобилей, вообще засыпать Булак и сделать новый проспект. По Булаку ходили и рыбные прорези. По той стороне Булака, который хотят сделать пешеходной, сегодня весьма разумное решение, я считаю. Раньше даже трамвай ходил. Булак, сердце Казани, в течение последнего столетия претерпел не так много изменений. И вот кардинально новое предложение – отдать часть Лево-Булачную улицу пешеходам. До проведения публичных слушаний по проекту планировки территории «Центр» в мэрии пока воздерживаются от комментариев. Мы изучили проект. Смотрите. Кремлевскую набережную вдоль Казанки уже открыли 30 августа. Проектом предусмотрено строительство пешеходной эспланады от набережной к центральному стадиону. Место расположения второй эспланады «Волга-Кремль» в документе не уточняется. Мы обозначим ее здесь. Дальше вы поймете почему. И еще один момент. В проекте прописано благоустройство набережной на озере Нижний Кабан вдоль улицы Салимжанова. Итак, у нас получается большая пешеходная зона вдоль водных артерий города. С каждым годом в Казань приезжает все больше и большее количество туристов. Безусловно, они ищут новые места, новые уголки в городе, потому что очень много приезжает повторно. И с моей точки зрения, чем больше будет пешеходных пространств для прогулок, для того, чтобы можно было не спеша и с удовольствием погрузиться в атмосферу нашего города, прогуляться, тем, безусловно, будет лучше. Пешеходные улицы можно делать, но не надо под них изымать проезжие части, тем более по Булаку.
На мой взгляд, там достаточно широкие тротуары, и, как мы знаем, они не заполнены пешеходным транзитом, они полупустые всегда. Поэтому такого особенного смысла делать там пешеходную улицу я не вижу. Пешеходные улицы длинные вообще не работают, как правило. Гораздо интереснее может быть внутриквартальные пассажи и пешеходные улицы, которые не изымают из транспортного обихода магистральные или там какие-то вообще любые проезжие участки, а дублируют их. И на Булаке нет общественных зданий и сооружений, там 2 ресторанчика, 1 магазин охотник, все. К чему это делать? Это, мне кажется, вообще нецелесообразно и лишнее траты. Другое дело, вот если вы говорите, сделать эспланаду до реки Волги и там организовать набережную, этот вопрос еще стоял лет, наверное, 15-20 назад. Эта эспланада должна была начинаться у Кремля с переходом улицы Право-Лево Булачной, значит, пешеходными мостами. Это мост был примерно метров 6, а потом, где вот спортивный комплекс, дворец спорта бывший, он, значит, там он расширялся до 12 метров, и эта вот эспланада шла прямо на берег Волги. Там с правой стороны можно организовать небольшой, правда, довольно-таки чистенький пляж. Это, конечно, хорошо, что в Казани появится пешеходная улица еще одна. Казанцам желательно иметь больше мест, где бы можно было погулять, не только в торговых центрах. Может быть, действительно разумнее было бы, раз у нас есть уже большая пешеходная улица Баумана и Петербургская, сделать пешеходной какую-то еще соседнюю улицу, чтобы именно пешеходная зона разрасталась и была в одном месте, а не была такими отдельными местами. Водители так уже все отняли, в принципе. Сейчас еще целыми улицами собираются отнимать. Кроме как к пробкам, ничего это не приведет. Сейчас останется только одна правобулачная, я так понимаю, ее либо будут делать двухсторонней, да, либо соседнюю, там, московскую будут делать односторонней, то есть как-то так. Что касается, допустим, вот закрытия для пешеходов части, допустим, проезжей части, ну, не хотелось бы, конечно, сейчас тем более удобно стало вот проезжать в центр города по Булаку. Вот левые повороты отменили, я сейчас, ну, скажем так, в 2 раза быстрее добираюсь из дома до, допустим, Оренбургского тракта. Нужны пешеходные зоны, нужны велосипедные дорожки. Но я считаю, это должно быть не в ущерб, так скажем, нам, автомобилистам. Если здесь закрыли, значит, постройте, пожалуйста, ну, дорогу так, чтобы можно было не заметить даже вот того, что здесь вдруг из проезжей части превратилось в пешеходную. То есть мы видим, что те решения, которые как бы делаются в пользу пешеходов, они причиняют неудобства автомобилистам. С другой стороны, те решения, которые делаются ради автомобилистов, они причиняют неудобства пешеходам. Поэтому в целом данный проект, ну, можно сказать, что он всем категориям населения Казани, он дает и ложку меда, и ложку дегтя. Ну и, как в известной пословице, да, фактически получается по 2 ложки дегтя. Поэтому вот на данный момент данный проект центра, можно сказать, что он еще не доработан, и нужно внимательно посмотреть, как же все-таки сделать так, чтобы и пешеходам, и автомобилистам было удобнее. Самое вкусное мы припасли, конечно, напоследок. Хотите посмотреть, как может выглядеть Булак? Это центр Копенгагена, канал Нью-Хавен. Совпадение, согласитесь, стопроцентное. Власти города убрали 30 парковочных мест, и безжизненная магистраль превратилась в общественное место для людей. Может, и мы через несколько лет, накинув плед и сидя в открытом кафе на Булаке, потягивая сок из трубочки, будем любоваться речными трамвайчиками и проезжающими мимо велосипедистками. Сергей Темляков, Андрей Мохов, 7 дней. У этой идеи создания новых пешеходных зон в городе противников всегда будет немало. Большинство наших граждан считают, что городу важнее дороги, а не пешеходные дорожки и зоны. И этот менталитет еще долго будет таковым. Мы не можем судить, правильно ли вот эта конкретная идея с Булаком, поскольку тут надо обладать специфическими знаниями. Но сама идея расширения пешеходных зон в центре Казани, а значит и уменьшение транспортных потоков, однозначно верная.
Вот представьте себе, из тех, кто приезжает в центр Лондона, только 10% приезжают туда на машине. Мы-то ведь тоже стремимся к тому, чтобы сократить движение в центре. Для этого, в частности, создаются платные парковки, поэтому они будут стоить 50 рублей, они не должны быть дешевыми по определению. И вот вообразим, что все это получилось. Машин стало меньше, пешеходов стало больше, но где инфраструктура для пешеходов? Что им там делать в центре? Вот для того, в частности, и нужны вот такие проекты, как с улицей Лево-Булачная. Никуда мы уже от этого не денемся. Автотранспорт постепенно будут выдавливать с центральных улиц. И Лево-Булачная – это только начало. Давно уже всем известно, что качество жизни в городе не определяется количеством автомобилей. Ну а теперь ЖКХ – сфера, в которой